Гизитер.орг написала, что перед назначением она занимала должность советника президента, а до этого ее имя всплывало в связи с исчезновением миллионов долларов из банковских ячеек Азии Универсал банка и в скандале с взятием в государственную собственность Иссык-Кульского инвестиционного банка. За какие достижения ее поставили министром? Мы обратились к открытым данным и СМИ, чтобы понять это. Одна из первых публикаций. Газета «Кёриги» в 2011 году пишет, что начиная со дня вступления Жээнбаевой в должность исполняющей обязанности председателя Нацбанка КР, с лета 2010 года, для банка наступили черные дни. Следующая публикация найдена на сайте Банкир Кейджи. Европейские банкиры выразили обеспокоенность действиями госпожи Жээнбаевой, которые сводят на нет репутацию банковского сектора Кыргызстана. Также ее имя упоминается на крупнейшем интернет-форуме Дизель Элкат Кейджи, где тема под заголовком «Могильщицы о банковской системе Кыргызстана наконец отстранена от руководства Нацбанка КР» собрала более 20 страниц комментариев. Не остались без внимания ее управленческие навыки. 6 октября 2016 года в интернет-редакцию «Вечерний Бишкек» поступило письмо от работников банковской сферы. В обращении они просят власти рассмотреть вопрос снятия с занимаемой должности председателя правления ОАО «Аилбанк» Бактыгуль Жээнбаеву. Одной из причин послужило то, что Жээнбаева заставляет уходить сотрудников банка не по собственному желанию. Так, в письме указывается, что с приходом нового председателя правления не по своей воле ушли порядка 100 человек. По информации от источников в Минфине, методы госпожи Жээнбаевой с тех пор не изменились. С ее приходом уже уволилось по собственному желанию несколько ключевых сотрудников. Однако кадровая политика — это не единственная проблема Минфина. 3 апреля правозащитница Рита Карасартова написала в Фейсбуке следующее. В Министерстве финансов с приходом нового министра программные IT-продукты этого ведомства начали выходить из строя. Если ранее органы МСЭО могли видеть многие параметры своего бюджета, расходов, поступлений, то сегодня они уже недоступны для пользователей. Ел айткылачы, анда канча өнүгүүгө кетти мамлекеттик органдардын, канча мамлекеттик кызматкерлер мотивация бөлдүңөр акчадан? Распределение. Мындай маалымат мен азыр так айта албайм. Биз анда сизге өзүнчө маалымат берели. Жок, кандай так айта албайсың адам? Жөн эле 2 цифрада мынчаны өнүгүүгө бердик. Мына мамлекеттик органдардын спецсчеттун эсебинен мамлекеттик кызматкерге кичине акча кошуп берчү, ошол органдын өнүгүүсүнө жумшачу. Мына агентство технология отурат, связь боюнча. Айлыгына кошумча кылып берчү. Азыр деген көп отток специалисттер кетип калган болуп атат. Барбы ошондой? Силерден сурап жүрөт да, өнүгүү берип койчу акча, зарплата берип койчу, анан силер отурасыңар, беребиз, бербейбиз. Эртең беребиз, 6 айдан беребиз деп турабы? Азыр казначейский счетко түшөт, ошону менен общий распределение боло берет да. Казначей чечет экен анда бөлгөндө. Казначей Мурдагы тажрыйбалар эмне болду? Мурда программалык бюджет жок эле да. Бар болчу да, как это жок? Жана Жээнбеков. 5 жылдан бери айтып келатабыз. Минэкономду кылганбыз. Программалык бюджеттин өзүңөрдөн баштасаңар болок, Минфинденчи. Тышкы карызга каратабы? Сиз мыйзамды окудуңузбу? Ал жерде карыз Азыркы мыйзам ички карыз, тышкы карыз чогуу. Бирок мурун ички карыз аяка кирген жок. Эмнеге кирген жок? Ички карыз мыйзамдын негизинде заимствование происходит. Буга вице-премьер министрди, шуну көрүрүктеткен вице-премьерди чакырып койсок жакшы болмок да. Жана Бактыгүл Жаныбековна жооп бере албай атат да. Менин суроом Бактыгүл Жаныбековна. Силер берген отчетту карасак, тышкы карыз 335 миллион долларга кыскарып тур. Кандай ушул ийгиликке жеттиңер, айтып бергилечи мага? Рахмат, 2018 жылдын жыйынтыгы менен айтып атасыздар да, суроо. Эми ар бир кредиттин ар бир по соглашению есть свой график выплат. Соответственно, мы выплачиваем в соответствии с этими графиками. Эта сумма, она может немного туда-сюда колебаться, и, соответственно, по выплатам получилось это снижение.
Уважаемый премьер-министр, вы мне поясните, как вам удалось 355 миллионов долларов за год снизить внешний долг? Основное уменьшение произошло за счет списания российского долга. Это разве 18-й год? В 2018 году. Нет, это 17-й год был. Я ездил вместе с президентом. Второй вопрос. Каким образом внутренний долг увеличился на 189 миллионов долларов? Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Каким образом внутренний долг увеличился? Ну, мы об Сколько этом- миллиардов сомов не добрала налоговая таможня по прогнозам прошлого года? Значит, по прогнозу прошлого года по сравнению с 2017 годом у них идет рост, но значит, по сравнению с планом они не добрали примерно 4 миллиарда. Вместе 4 миллиарда, да? Наверное, не так, потому что они по 95% сделали, а у них план 74 миллиарда. Искак То есть, как Абсаматович, минимум- позвольте ответить. Здравствуйте. Таможенная служба, Алмаз Анылбек. Ошол себептен жеке менин пикирим боюнча биз отчетты кабыл албаш керек, канааттандырылбасын деген баа коюшубуз керек. Себеби мына мен берген суроого бир да жооп таба албадым. Бүгүнкү күндө ички карызыбыз жыл сайын көбөйүп атат. 2016 жылы 322 миллион болсо, 2017 жылы 429 миллион, 2018 жылы 569 миллион. Жыл сайын 120 миллион долларга ички карызыбыз көбөйүп атат. Бул өкмөт карыз деген сөз. Ошол эле мезгилде биз 350 миллион долларга тышкы карызыбызды кыскарттык деп маалымат берип атабыз. Кубана турган жумуш болуп атат. Бирок кайсы булактан деп суроо берсем, каржы министри жооп бере албай калып атат. Бюджетти божомол азырынча божомол көрсөткүч 10 миллиард сом Тура дефицит болуп атат. Кечиресиз, урматтуу министр, сизге суроо берилген жок. Депутат талкууда өзүнүн оюн айтып атат. Сама программа, которая вот производит эти расходы, она, может быть, по классификации отдельно не может вытащить, поэтому, чтобы их отдельно разделить, потребуется некоторое время из системы взять эти данные. Но мы можем выделить. Вот если вы скажете, какие конкретно статьи, мы все статьи можем выделить. Сможете выделить, да? Да, сможем выделить. Детализация расходов есть, да? Детализацию расходов мы можем сделать. А детализация доходов? Теперь вот Детализацию сколько, доходов. я понимаю, вы сможете сказать, сколько НДС, налог на прибыль, штрафов поступило в бюджет, это вы все можете сказать. А, допустим, какая компания сколько заплатила, у вас как-то вот такая детализация есть? Нет, такой конкретно по компаниям у нас нет. У нас есть по видам доходов, мы можем выделить. Нам бы А по сделать... компаниям это уже в налоговой или в таможенной, в службах, которые непосредственно собирают значит, доходы.